Чуваши. Само название – Чаваш. По данным переписи населения 2010 года, численность чувашей в Башкортостане составила 107 450 человек. Из них 4762 человека проживает в Кармаскалинском районе. В Кармаскалинском районе чуваши расселены в деревнях Сук-Чишма, Сихонкино, Ефремкино, Николаевка и Ильтеряково, а также чувашские семьи есть в деревне Сарысазово. В Сук-Чишмах насчитывается около 700 дворов. Пожалуй, это один из крупных чувашских населенных пунктов республики. Первые чуваши в этих местах появились в середине 18 века и сначала основали деревню Сихонкино. В 1761 году возникает деревня Алмантаево первой, потому что таких Алмантаевых 3 было. Второе Алмантаево – это Камышлы уже. Возникает во время 4-й ревизии в 1781 году. Но возникло тогда и 3-е Алмантаево. 3-е Алмантаево – это Суак-Чишмы. Это Суак-Чишмы – это наша деревня уже. Она возникла во время 5-й ревизии 1794-1795 годы. Вот у меня на руках как раз вот из ревизских сказок 1795 года. Тут как раз говорится о чувашах Суак-Чишмы. Суак-Чишмы – это как раз рядом Сихонкино, но не в самом Сихонкино они тогда проживали. Первые вот эти 3 потока сихонкинцев, которые там поселились, это были крещенные чуваши. Крещенные. А 3-е алмантаевцы, это сук-чишминцы, они были некрещенными. Возможно, в какой-то период жители Сук-Чишмов переселились в Сихонкино или же там построили дома. Большая часть сихонкинцев приняла христианство, около 20% оставались язычниками. Некрещенными они были и в 20 веке. И чтобы сохранить веру предков, в 1923 году семьи окончательно перебрались в Сук-Чишмы. Но это переселение им далось непросто. Васильев Михаил Григорьевич, вот он был одним из первых инициаторов, которые после прихода советской власти начали вести, значит, агитацию среди этих сук-чишминцев по переселению на новое место. После Октябрьской революции положение о землеустройстве изменилось, и поэтому сук-чишминцы решили воспользоваться вот этим моментом. Почему? Во-первых, крещенные чуваши, их было большинство, где-то, наверное, 80% населения, там, сихонкинцев, были крещенные, а эти малочисленные некрещенные чуваши, язычники, их было меньше. И те насильственным образом пытались их крестить. 2-3 попытки точно было. Они их сгоняли насильно на реку, и думали они, что их крестили вот таким образом. Они и раньше жили на берегу этой реки Сук-Чишма. Здесь и лес, и река имеют одноименные названия – Сук-Чишма, холодный родник. Перебрались таким образом в 1923 году 68 дворов, убрав овсяное поле. Некоторые считают, что история деревни Сук-Чишма это начинается с 1923 года. Я уже опять повторяюсь, но так считать это будет не совсем верно. Потому что и в энциклопедиях, и в научных трудах уже вот, и у Асфандиярова вот, «История деревень и сел Башкортостана», начало 1795 год. А вот до сих пор, вот, я еще был маленьким, вот эти обряды, праздники проводились у нас в Сук-Чишмах, такие же, что были, вот, например, при Ибн Фатлане еще. Видимо, тысячелетиями сохраняет народ свои вот эти вот праздники, обряды. Почему так долго сохраняется? Если, вот, например, отказывается от прежних своих, значит, надо отказаться уже и от своих предков тогда. Поэтому они так упорно придерживались своих обычаев, обрядов и праздников своих. Жители села православные, хотя церкви в деревне нет. Они сумели сохранить свои национальные традиции. Основным оплотом сохранения языка, культуры, несомненно, является школа. Именно в стенах образовательного учреждения осуществляется воспитание подрастающего поколения. Я
родилась в деревне Николаевка Кармаскалинского района. Там нас учила Козлова Татьяна Николаевна чувашскому языку и литературе. На ее уроках очень было интересно, поэтому я выбрала себе эту дорогу учителя. Сначала отучилась в Стерлитамакском педагогическом колледже и с 2003 года начала преподавать здесь, в селе Сук-Чишма. Работаю здесь уже 12 лет. Потом отучилась еще в кафедре чувашского и татарского языка в Стерлитамакской педагогической академии имени Зайнаби Ишевой. В Сук-Чишминской неполной среднеобразовательной школе обучаются 75 детей, представители 6 национальностей. Чувашский язык преподается как родной язык. У нас в семье все чуваши. Я с детства знаю чувашский язык. Когда я была маленькая, я только разговаривала на чувашском, русского не знала. Очень нравится, мы читаем. Ну, я сам русский, но как я приехал сюда, в чувашскую деревню, здесь все говорят на чувашском больше, чем на русском. И вот хожу в школу, там меня учат чувашскому языку. Мне очень нравится. Не сложно тебе? Здесь. Ну, бывают сложности, но трудимся, учимся. Что-нибудь можешь сказать на чувашском языке? Аван, это здравствуйте. Манас сана юрадап. Эбес сана юрадап. Это я тебя люблю, например. Школа славится высокими достижениями, в том числе спортивными. Ученики имеют возможность заниматься любым видом спорта. Татьяна выбрала ушу. Я ездила в Магнитогорск, потом у нас были соревнования в Уфе по разным видам спорта. По ушу, комбат самооборона, стилевое карате. Я пою, танцую, участвую на мероприятиях, школьные мероприятия. Ну, человек может заниматься разным, и петь, и танцевать. Если даже у человека не получается, он все равно должен попробовать это. Дети на уроках изучают обычаи чувашского народа. Это способствует развитию речи на родном языке. Я преподаю чувашский язык во 2 классе. Дети разных национальностей в классе, но мы стараемся, чтобы они научились читать, писать, считать на чувашском языке. Сегодня вот у меня урок был «Шутлавзем», это считалки. Мы с учениками уже постарше 4 класса провели исследовательскую работу по теме считалки. Мы изучили и чувашские, и русские считалки, и провели сравнительную характеристику. И у нас получилась вот такая презентация чувашские считалки, и мы еще вот такую книжку-малышку как бы сами сделали. Здесь считалки разные. Здесь считалки буквоежки, считалки бутагушки, считалки именинки, считалки страшилки, считалки зверилки, считалки индустриалки. Но ученикам очень нравится вот проводить вот такие исследовательские работы. Поэтому мы стараемся, конечно, вот такие работы проводить, заинтересовать ребят и воспитываем любовь к родному языку. Нина Васильевна работает в родной школе более 30 лет. Опытный педагог считает, что богатство человека именно состоит в сохранении традиций и обычаев предков. Только тогда этот народ будет развиваться и займет свое достойное место среди других народов. Меня бабушка традиции и обычаи соблюдала, и поэтому я, конечно, знаю их и стараюсь и сейчас придерживаться. У меня дети имеют представление об этом, мы дома соблюдаем, внучки. В последнее время вот у нас
так бурно развивается жизнь современная. И в основном много детей растут с родителями, с отцом и матерью. Бабушек, дедушек нету, живут отдельно. И поэтому, конечно, про народные обычаи и традиции узнают они только здесь, в школе. Мы проводим праздники национальные, на уроках стараемся вот такие вот сценки показывать, знакомиться обычаями и традициями. Я родилась в этой деревне Сук-Чишма, проучилась в этой школе, затем, выучившись на учителя начальных классов в Благовещенском педагогическом училище, приехала в свою родную школу. В этой школе я работаю 34 года. В этой же школе учились мои дети, сейчас учится внучка моя в этой же школе. И мы мечтали, когда мы еще росли, о новой современной школе. К сожалению, эта школа досталась и моей внучке. Вот, ждем новую школу, мечтаем. В Сук-Чишмах расположен историко-культурный центр Чувашии Башкортостана. Музей центра, хотя он относительно небольшой, очень богат. Здесь можно познакомиться не только с культурным, но и духовным наследием Чувашей. Множество старинной национальной одежды, украшений из бисера и ракушек. Сохранились обряды, традиции, костюмы. Очень много в основном сохранились в Кармаскалинском районе. Цели у всех, конечно, у нас одни. Сохранить язык, каждый свой. Сохранить культуру наших предков. Обряды, традиции. Вот мы этим и занимаемся. Естественно, для этого у нас есть все условия. Самое главное – это народный театр и народный фольклорный ансамбль, где участники стараются все-таки одеваться так, как одевались в старину наши предки. Как и все народы СССР, чуваши внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Многие остались на поле битвы. Даже есть погибшие первый день войны. 22 июня 1941 году уже погибшие из нашей деревни есть. И даже такие вот жители, Константинов Николай Алексеевич, 1885 года рождения, было ему 57 лет, а он уже сражался и погиб на войне в сентябре 1942 году. На сегодня в Сук-Чишмах проживает только один ветеран. Афанасий Иванович служил 6,5 лет, продолжая оставаться в рядах вооруженных сил в Астраханской области и после войны. Это нас отправили в Литву, первый Прибалтийский фронт под девизом «Летнее наступление», под девизом Багратиона. Мне правый Петро все мягко тебя разорвало. Мне долго летели, потому что меня равно не заливает. Под Москвой, город Кунцево, День Победы там встречала. В 1950 году я вернулся в апреле, я уже в июне женился. На фронт ушли 4 родных братьев Прокопьевых, 2 из которых погибли, защищая родину. Афанасию Ивановичу посчастливилось вернуться, хотя он получил серьезное ранение. После окончания Аксеновского техникума он много лет проработал зоотехником. 24 тысячи центнеров мясо продавали по плану. 24 тысячи. Вот мясо. Вот это за техником я месяцами возил. Лучший свекловод, обладатель ордена Трудовой славы Георгий Александров, выйдя на заслуженный отдых, не сидит сложа руки. Вместе с зятем и сыном занимается пчеловодством. Вообще Сук-Чишмы славится вкусным медом. Пчеловодством я плотную начал заниматься, когда вышел на пенсию 8 лет тому назад. А так я держал для себя
дома. 5-6 ульев для себя. А сейчас даже на реализацию уже 60 семей. Каждый год наращивал так потихоньку. Литературу читал, мне специально литературу привез. У меня зять Володя Макаров занимается давно уже, лет 20 с лишним пчелами. 25. Вот я с ним начал тоже. Сейчас второй зять занимается, мы семейный как-то здесь подряд. Все вместе, да. У нас 2 пасеки, кочуем. В былые времена все население Сук-Чешмов трудилось в колхозе «Октябрь». Георгий Михайлович до пенсии выращивал свеклу. Он победитель соцсоревнования в 1978, 79, 80 годах. А в 1981 году за наиболее высокие трудовые показатели и за досрочное выполнение 5-летнего задания был награжден знаком «Ударник 11-й пятилетки». Ждем, когда наступит весна, лето. Это же большое удовольствие ухаживать, смотреть за пчелами. Это интересно очень. Если кто уже начал, наверное, заниматься, трудно бросить вот это дело. Это очень приятно пчелами работать. Среднерусская порода пчел неприхотливая, считает Георгий Михайлович. Ульи вывозят на арендованную пасеку в Архангельский, Белорецкий районы. Вся семья с нетерпением ждет лета. Они все умиляются трудолюбию пчел. И, конечно же, в этом любимом деле мужу помогает хозяйка дома. В 66-м году женились мы. Вот 49 лет уже нынче. Потом 5 детей родились. Рожаленды. Все хорошо живут. Все время курник ставим. Блины пекем, пироги все этими. Дети помогают. Национальная кухня интересна и разнообразна. Чуваши издавна занимались земледелием и животноводством, поэтому при приготовлении блюд используется мясо, мука, овощи. В Сук-Чешмах ни одно застолье и ни один праздник не проходит без национального кушанья. Когда все собираются, готовим национальные блюда. У нас и дети, и сами любим, и прабабушки готовили такое же блюдо. Оно называется хупло. Вот тесто кладем мы масло, немножко водички, дрожжи, хоть и гусиным, свининым, и это говяжьим мясом. Я обычно перемешиваю. Что мы положили? Сейчас мясо. Мясо половину положишь. Мясо сейчас. Мясо положим. Сейчас картошку кладем. Перемешку. Для вкуса черный перец кладем. Вот. Лук кладем перемешку. Добавляем лавровый лист. Чтобы приятный вкус был. Да. В таком виде. Теперь отправим в духовку. Чуваши пиво варят издревле из ячменного или ржаного солода. Елизавету Семенову готовить пиво научила мама. Теперь она знает несколько рецептов приготовления этого напитка. Для большой компании я ставлю большой миску водой. Половину ведра или полное ведро воды налью туда. Как она собирается кипеть, я положу хмель. Хмель положу, потом это, чтобы она оранжевый, красивый вид была, мешаю картошку с отруби. Потом я ставлю в духовку эту мешалку и держу там, чтобы она была оранжевой, сильно оранжевый вид. Потом я это ложу туда, на пиво. И она так кипит немножко, сколько-то время, полчаса или там час и кипит. И потом я оставляю,
фильтрую это все. Фильтрую, потом как остынет, только дрожжи немножко ложу. И сахара стакана давали там, банкали. Необходимо отметить, что Сук Чишма славится и уникальной коллекцией старинной национальной женской одежды. Здесь в каждой семье есть богатый, украшенный кораллами и серебряными монетами женский костюм, состоящий из домотканного платья, полотенца, передника, а также из головного убора и нагрудника. Такой костюм бережно хранится и передается из поколения в поколение. К нему особое отношение, которое тоже передается от матери к дочери. Мама у меня работала художественным руководителем того ансамбля, которым я сейчас руковожу. И, естественно, если фольклорный ансамбль, нужно было обязательно все, что было, и старинные платья, и все, что полагается одевать женщине, нужно было не только одевать то, что есть. Новые люди приходят, им нужно было обязательно тоже шить. И вот она у меня тоже, значит, делала головные уборы для девушек тухья, для женщин вот такие вот головные уборы для женщин, именно хушпу. И я все это росла вот в такой обстановке, видела все, естественно, она мне никогда не говорила: доченька, садись, учись. Это я просто смотрела, и вот все это вот вникала туда. И получилось так, что, оказывается, так это заразно. Светлана Семенова, продолжая традиции, уже давно занимается изготовлением предметов национальной одежды из современных материалов. Украшения, сделанные ее руками, можно увидеть на сцене в выступлениях народного фольклорного ансамбля «Шевле» «Зорница». Фольклорный ансамбль «Шевле» объединил и стар, и млад. Дети разучивают разные песни и танцы. Таким образом, сами же способствуют к сохранению национальной самобытности. Ансамбль выступает и на сценах республики и соседних регионов на разных фестивалях и конкурсах. Руководитель Светлана Матвеева является участницей и победительницей межрегионального конкурса исполнителей народной песни имени Ираиды Вдовиной, который проходит в городе Чебоксары. Помимо народного фольклорного ансамбля «Шевле», еще одним объединяющим всех сельчан очагом является народный театр «Эмет» «Надежда». Сук-Чишминский театр – один из двух чувашских народных коллективов республики, другой – в Бишбулякском районе. Играют в основном наши селяне, рабочие, пенсионеры, ребята, школьники ходят. Вот в последнее время у нас вот идет процесс сейчас подготовки чувашского классика Константина Иванова поэмы «Нарспи». Мы хотим его поставить, почти уже готово. Вот последние репетиции еще и немножко и хотим премьеру поставить. Что мы хотим сказать этим, да, что играем, ставим наши пьесы. Мы хотим, чтобы народ не забыл свой язык, свою культуру. Вот знали своих поэтов, драматургов. В этом году в 2015 году состоялась у нас защита звания народной. Мы ставили драму Федора Павлова в деревне Ялда. Там в пьесе говорится, в общем, о войне 2014 года. И мы выезжаем в соседние свои чувашские деревни, Сихонькино побывали, показывали, Ефремкино показывали, Вельтерякова показывали в соседней деревне. Вот. В основном по чувашским деревням стараемся вещать. Артисты «Эмет» первый раз звание народного защитили еще в далеком 1992 году. Можно смело сказать, что на протяжении этих лет удается способствовать сохранению и языка, и культуры.
Я участвую с 2012 года в театре. Но мне нравится выступать. Я надеюсь, что это поможет моему народу в поддержании и сохранении обычаев и традиций, языка, чтобы язык сохранить, то, что я участвую. Поэтому мне нравится нравится играть на чувашском языке, разговаривать и общаться. Я начала ходить только в этом году. И я тоже посмотрела пьесу, и мне очень понравилось. И я была заворожена этим, и мне тоже захотелось участвовать, играть в пьесах, в театре. Захотелось, не знаю, чтобы чувашский язык действительно не забывали, и чтобы народ понимал, разговаривал на нем. Здесь хорошо знают, что единство народа в сохранении родного языка и культуры. Про чуваши села Сук-Чишма Кармаскалинского района можно сказать, что у них душа поет, а силы черпают они от родной земли.